Согласно вековым традициям буддизма, дацаны имели свои учебные факультеты. Одним из функций дацанов является просветительская деятельность. До революции в Огинском дацане, как и в других буддийских дацанах мира, имелись факультеты философии, астрологии, искусства, логики, медицины. Огинский дацан славился не только высокообразованными философами, но и выдающимися лекарями и был крупнейшим центром тибетской медицины не только в Забайкалье, но и во всей Сибири. Восстанавливая вековые традиции, в начале 90-х годов при Огинском дацане была основана буддийская школа, где студенты могли обучаться по двум основным направлениям – философия и медицина. С годами школа стала институтом, а сегодня имеет статус буддийской академии. Стены нашего духовного профессионального образовательного учреждения Огинская буддийская академия в данное время закончила 103 студента. Из них 44 выпускника факультета буддийской философии, 57 студентов тибетской медицины и 2 человека буддийской живописи. В течение последних 30 лет Всемирная организация здравоохранения всемирно поощряет применение опыта народной и традиционной медицины, особенно в сфере профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. В настоящее время выделяют несколько ветвей тибетской медицины. Это индо-тибетская, монголо-тибетская и российско-тибетская медицина. В сентябре 1993 года в буддийскую школу были приняты первые 56 студентов. Через год буддийская школа была признана филиалом Института тибетской медицины и астрологии города Дхармасала в Индии. Статус академии присваивается в 2003 году и открываются факультеты буддийской живописи, философии и медицины. Во всех этих начинаниях велика заслуга ректора Огинской буддийской академии Бабу Ламы. У истоков возрождения тибетской медицины в современной России стоял доктор буддийской философии Дитхамба Лама, ректор Огинской буддийской академии и основатель Огинского медицинского колледжа Бабу Лама Чимидаржи Владимир Хамаевич. В созданной им Огинской буддийской академии на факультете тибетской медицины была полностью восстановлена классическая система тибетского медицинского образования. Опыт тибетской медицины очень интересен. При диагностике и лечении учитывается образ жизни пациента. Практикующий лекарь прежде всего выявляет причины болезни и устраняет их, рассматривая больного как всецелого единый организм. Способы лечения очень разнообразны. Это пульсодиагностика, массаж, иглоукалывание, кровопускание, применение лечебных ванн, изготовление настоев и порошков из лекарственных трав. Мануальная терапия представляет собой комплекс приемов, направленных на восстановление деятельности мышц или суставов. Часто мануальную терапию принимают за массаж, но это гораздо глубокое воздействие как на мышцы, так и на суставы. Ну так, я сейчас могу продемонстрировать непосредственно на пациенте воздействие на биологически активные точки на голове. Так, пациент сидит, поэтому мы сзади подходим, и руки должны быть на ногах, и воздействуем на биологически активные точки. Это корень носа или внутренней глазницы, здесь глазничный нерв, есть вход, нервус офтальмикус. Вот воздействуем на них. Правую я рукой делаю по часовой стрелке, а левой против часовой. И воздействием на точки, ну и
китайские названия всех этих биологически активных точек вы не запомните, просто надо показывать места их. Воздействием точка реанимации есть вот это, где ноздря, вот на перегородка носовая между правой и левой ноздрю. Вот здесь точка реанимации, когда человек падает в обморок или головокружение сильное, и тогда вот воздействуем на эту точку, иногда припадки бывают, и снимаем этим самым такое состояние. Это точка реанимации. На подбородочке точка есть, то же самое, углубление здесь есть. Вот воздействуем на эту точку. По часовой стрелке возбуждающий, а против успокаивающий. Какой эффект мы хотим достигнуть, мы такое воздействие оказываем. На область лба полностью, она тоже много здесь биологически активных точек, на висках есть. Поэтому давим и воздействие оказываем. На голове можно продолжительность воздействия до 5 секунд. На шее не более 3 секунд. Но это временной фактор есть. Поэтому вот воздействуем таким образом. И воздействуем на точки тоже выше верхней губы, но рядом с ноздрями. То же самое. Основным трактатом тибетской медицины является Джу-Чи, трехтомное руководство по теории и практике этой системы. Джу-Чи имеет 4 уровня и 4 тантры, ориентированных на 4 уровня мыслительных способностей. В соответствии с этим первое – тантра основ, вторая – это тантра объяснений, третья – тантра наставлений и четвертая – дополнительная тантра, говорит преподаватель спецкурса МЧ Жамбалдаш Циренов. Ну, сперва изучаем основной текст по медицине. Называется Джу-Чи, 4 тантры. Это основной медицинский текст. Рецептурники. Вот буквально на днях из Индии заказали, привезли. Здесь иглоукалывание и прижигание описывается. Ну, такая чисто тибетская. Сейчас изучаем. Вот. Это большой комментарий на 4 тантры. Заветы предков называется. На тибетском языке. Когда появятся признаки того, что пошел камфора в конце, 정아 지링하다 브라시리가다 문저링하다 수가링하다 냄비리 보여도 사셨던 저저 구근지 버리다 무링하다 바 С 2010 года, поступив сюда, сейчас я обучаюсь на 2-м курсе на тибетской медицине и хочу получить знания о тибетской медицине и непосредственно практиковать, то есть заниматься пульсовой диагностикой, траволечением и непосредственно лечить людей, помогать. Те знания, которые я получила в Новосибирском государственном университете, я хочу также применить на практике и постараюсь совместить полученные знания там в университете, в Новосибирском государственном университете, и здесь тибетской медицины. На мой взгляд, они очень хорошо друг друга дополняют, и непосредственно я могу помогать людям. Тибетская медицина не зависит от электричества, иначе ставится и диагноз, к примеру, после осмотра языка, проверки пульса за счет наблюдения и опроса. Тибетский лекарь без применения ультразвука может даже установить пол ребенка, находящегося в чреве матери. Тибетская медицина является синтезом многих более древних медицинских традиций, уходящих своими корнями вглубь тысячелетий. В настоящее время в России хранится литература по тибетской медицине, которая лишь частично исследована современными специалистами. Большая часть еще не изучена.
В тибетской медицине нет разделений врачей по специальности. Гинеколог или дерматолог, невропатолог или окулист. Тибетский врач представляет собой больного как целостную систему и оказывает влияние на глубинные патологические процессы, происходящие в его организме. Поэтому отдельных заболеваний в тибетской медицине не существует, они являются лишь следствием этих глубинных процессов. Так как в нашей жизни не бывает двух одинаковых людей, также не бывает двух одинаково больных людей. В тибетской медицине у нас подход к каждому человеку, к каждому больному индивидуальный. Лекарь тибетской медицины изучает пациента индивидуально, его кармические связи, он выявляет причины заболеваний, и во всем таком комплексе ведется лечение данного пациента. Тибетская медицина – это знания, накопленные десятилетиями, тысячелетиями. И эти знания все проверялось на практике. И то, что вот это нашими старшими поколениями все это было сделано, вот этот кладезь знаний, было утрачено там в этом процессе времени, но на сегодняшний день мы стараемся это все восполнить, восстановить. И на сегодняшний день мы стараемся делать лекарства, делаем определенные там конференции во благо здоровья, чтобы население было по отношению к своему здоровью более грамотнее сказать. И есть выпускники Огинской буддийской академии, которые это все уже практикуют. Есть выпускники, которые работают в Екатеринбурге, в Иркутске, в Петербурге, в Улан-Удэ работают очень хорошо. Согласно тибетской медицине, причиной всех болезней и страданий является неведение. Это незнание или заблуждение. Именно об этом шла речь на круглом столе, организованном Огинской буддийской академией под названием «Мудрость Востока на благо здоровья». Наличие болезни напрямую связано с нарушением нравственного поведения человека, с депрессией, с нервными срывами. Из неведения вытекает привязанность, страсть, которая в свою очередь порождает гнев. Страсть, гнев и невежество являются источниками трех причин болезни. Из страсти возникает ветер, место дислокации низ тела. Из гнева возникает желчь, локализуется в средней части тела. Невежество порождает слизь и занимает верхнюю часть тела. Пока ветер, желчь и слизь находятся в равном соотношении, болезнь не проявляет себя. Но как только один из трех начинает преобладать или меняет свое местонахождение, возникает соответствующая болезнь со своими признаками и симптомами. Что тибетская медицина советует? Вот сейчас современное время, когда есть очень много соблазнов. Тибетская медицина говорит, что избегать вот этих всех крайностей, держаться серединного пути. В первую очередь это насчет пищи, насчет еды. Избегать крайностей, не переедать, избегать вот всяких элементарных вот горечи, избегать вот всяких искусственных консервантов, больше применять в пищу там естественные, чтобы хорошо усваивалось. Студенты буддийской академии, выявляя подходящие дни по лунному календарю, выезжают на сбор лекарственных трав. После таких сборов лекарственное сырье проходит тщательный отбор, затем обрабатывается в одном из специализированных помещений буддийской академии. У нас есть лаборатория, как вы видите, у нас здесь находятся все лекарственные травы, корни, растения, стебли, листья. Все лекарственные травы и растения у нас собираются в соответствии со всеми правилами сбора и заготовки. Ну, мы сделали, у нас уже изготовлены некоторые виды трав, уже в виде порошков, в виде чаев и пилюль.
Ну, вот это у нас Джуру-25. Она состоит из 25 компонентов, показанных применение при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки и при давлении гипертонии. Синдек. Она состоит из 23 компонентов, показания применения по основные заболевания суставов, при суставных заболеваниях. Арура 10, она состоит из 10 компонентов, показана к применению при остром нефрите, пиелонефрите и гломерулонефрите. Чтобы изготовить пилюли, нужно лекарственное сырье засыпать туда. Измельченные травы уже вот в таком состоянии, ну оно как бы хорошо будет. Потом для связывания, чтобы получились уже готовые пилюли, мы туда можем налить для связывания или мед, или воду подслащенную, можно с сахаром, можно обычную воду. Готовые лекарства принимаются больными строго по рецепту уже практикующего врача тибетской медицины, а пока студенты лишь учатся. Но уже сейчас они часто выезжают в сельские школы, где выступают с лекциями перед учащимися общеобразовательных школ о пользе тибетской медицины, а это уже пропаганда здорового образа жизни. Студенты угощают детей фиточаем собственного приготовления. Лекция, которая сейчас проводится, она очень полезна. И мы и раньше планировали сотрудничать с Агинской буддийской академией и медицинским колледжем. Сегодня, увидев и узнав, что они к нам приехали, мы очень рады, потому что это очень полезно для развития, для воспитания, для духовно-нравственного воспитания учащихся, а также их понимания, что нужно делать для того, чтобы быть здоровым, и понимать, что это зависит от их самих. Тибетская медицина имеет очень глубокие корни, самостоятельную, отличную от европейской медицины философию и методологию, очень тонко подходит к регуляции жизненных процессов в организме человека, подчеркивая индивидуальность каждого пациента. Особенно важна роль тибетской медицины в вопросах профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. Правильное питание, правильное мышление, соблюдение правильного режима позволит не только сохранить, но и приумножить здоровье в нашей наполненной стрессами и перегрузками жизни. Я думаю, что наш фильм внесет вклад в признание тибетской медицины в России. И эта древнейшая медицинская система займет достойное место в современном российском здравоохранении. Студенты Агинской буддийской академии вместе со студентами медицинского колледжа в процессе обучения готовят и выпускают брошюры и справочники, с помощью которых будут учиться студенты последующих лет. Возможно, эти книги и материалы помогут специалистам и других регионов России, и все это может дать нам основание считать, что Россия может явиться тем местом, где тибетская медицина найдет почву для дальнейшего процветания восточного опыта врачевания, имеющего многовековую историю.